Проделана большая работа, вы большие молодцы, хангаласцы. Сегодня собрали очень много народу, педагогов, учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования. Возможно, есть еще и родители, бабушка есть, я знаю. Поэтому вот география вы сами видите, да, всю республику сумели собрать, почти большую половину республики, кроме северных. Здесь и Заречье, здесь и Вилюйская группа, здесь и центральная группа, здесь и город Якутск. Поэтому и южная часть нашей республики. И надеемся, что все те, которые приняли участие, доведут вот данную информацию, данную новость до своих коллег, до родителей. И, конечно, вот то, что мы делаем, это все делается ради развития каждого ребенка, независимо от его возможностей, независимо от его способностей. И для этого наша технология очень даже приемлема, да, для каждого. Даже вот на прошлой неделе мы провели установочный семинар по организации и проведению онлайн-турнира. Это впервые проводится в нашей республике. Сумели собрать более 100 человек. Они смотрели, видели, да, и получили представление, как через онлайн проводить турнир ЖИПТО. И уже на этой же неделе по образовательным округам будут создаваться свои подгруппы, и они будут проводить на местах улусный турнир, окружной турнир. И уже в июне месяце будет первый республиканский онлайн-турнир по ЖИПТО, где будут принимать участие не только дошкольники. Мы приглашаем такие категории, как младшие школьники, средние школьники, старшие школьники, студентов приглашаем, конечно, и взрослых, это педагоги, учителя и родители отдельно. Поэтому будет тоже масштабный турнир. И итоги этого турнира, конечно, будет оповещен и на международном уровне. Конечно, результат ждем более серьезный. Это не только организация турниров, это использование игры как технологию и, конечно, использовать данную технологию в исследовательской деятельности, по проектной деятельности школьников, по проектной деятельности дошкольников и, конечно, исследовательские серьезные работы взрослых. Это могут быть диссертационные работы, это могут быть исследования по разным направлениям науки. Для этого есть, конечно, возможности. И как вы сами услышали, видели, очень хорошую, мощную поддержку со стороны Григория Васильевича. Конечно, вот с огромной поддержкой нашего родного университета Алексея Иннокентьевича Голикова. Так, и если вот правильно поймут другие улусы, как вот понимает Хангаласский район, да, значимость вот образования и через какие средства, через какие технологии можно выйти на результат. Вот они поняли, да? Неспроста Казахстан, вот их президент Назарбаев еще вот в начале своей деятельности он говорил, что Казахстан будет мощной державой по математическому образованию, по развитию математических способностей детей. И правда, на сегодня Казахстан лидирует, да, в этом отношении. И отрадно, что они одним из средств, одним из методов
одними из технологий они выбрали ЖИКТО. Это неспроста, потому что там изучается серьезно, вышли на научный уровень, там уже успели защититься 2 кандидата ученой степени, и, конечно, ожидается вот с нашей республики тоже. Призываем всех заняться научной деятельностью. Еще раз благодарим всех участников, вот эти организаторов, которые сумели организовать такой значимый форум на высоком организационном, содержательном уровне. И в последующем, конечно, вот ответный ход от слушателей, насколько мы вот сегодня постарались донести, это будет, конечно, вопросом времени. Это мы увидим через год, через 2, последующие годы. И, конечно, вот то, что сейчас делается, это делается во имя, во благо, конечно, развития наших детей. Спасибо большое. И по рекомендации, вы, наверное, тоже будете, да, выводить рекомендации по итогам работы данного форума. И, конечно, хочется, чтобы в каждой образовательной организации внедрили в соответствии вот с уровнем образования, с содержанием образования свои, вот, ну, включили данную игру. Очень хороший опыт тоже в Казахстане, в том плане, что даже поле ЖИКТО для них используется как технология оценивания, технология самооценки детей, да, и первую пробную работу вот в таком формате попытались сделать школа села Титебе, помните, наверное, да, каждый учитель старался внести в свой урок содержание и использовал для оценивания. Да? Ну, там, конечно, еще другие моменты, одним словом трудно донести. Нужны, конечно, семинары, нужны курсы, об этом тоже Алексей Иннокентьевич говорил. Поэтому, если нужно будет проводить такие обучающие по формату, да, мероприятия, курсы, семинары, круглые столы, мы готовы. Федерация будет вас поддерживать. Спасибо, Лена Дмитриевна. Спасибо, Лена Дмитриевна. Мы как раз говорили, да, о курсах повышения квалификации. Очень рада, что вы успели присоединиться к нашей беседе. Как раз мы говорили, что это один из самых важных пунктов методических рекомендаций. Спасибо большое.